Сегодня у нас особенный выпуск «Птицы Феникс», проекта о мудрых женщинах Абхазии. И особенный он тем, что, во-первых, мы вышли за пределы нашей страны, Абхазии, и находимся в гостях в Кабардино-Балкарии, в самом сердце города Нальчик. А с другой стороны, он особенный тем, что у меня в гостях у «Птицы Феникс», моя родная старшая сестра. Рада приветствовать вас здесь, в Кабардино-Балкарии. Мрамза Эдуардовна Барциц. Часто мы сравниваем детство с компасом и с картой. Почему компас? Потому что тогда в детстве закладываются некие ориентиры того, кто мы есть, кто наши родные, где наши близкие, на кого мы ориентируемся. А с картой сравнивают еще и потому, что те ценности, те смыслы, которые мы взяли из детства, они помогают нам наше местоположение в будущем определять. И поэтому у меня вопрос про меня. Какая я была в детстве? Во-первых, ты была с характером. Я думаю, что тогда уже видно было, кто ты будешь в будущем, твой статус, твое положение. Потому что я была более, наверное, мягкой и податливой, послушная, а ты была стержень. Я помню, если нас даже ругали, то я очень быстро просила прощения и говорила: мамочка, извини, извини. А вот ты, конечно, очень долго сопротивлялась и на своем настаивала. Я думаю, что то, что в детстве было, это уже было основой характера, профессии, что мы выберем в жизни. Это однозначно было, да. В свою очередь о тебе хочу сказать, что ты действительно была всегда солнцем, яркой, искрометной, веселой, неунывающей, настоящий экстраверт. То есть вокруг тебя всегда было много людей, много идей. И ты вот такая светлая, солнечная, отправилась на учебу в Нальчик. Да. И следующий вопрос как раз о том, что в тебе поменялось, что в тебе изменилось. Несмотря на то, что это солнце, ты, безусловно, несешь в себе, может быть, мечты, цели и задачи, которые были тогда у девочки, у абхазки из Пицунды, когда она уезжала в 16 лет из Абхазии в Нальчик, были одни, а сейчас, возможно, другие. Можешь ли ты проследить и сказать: о, я мечтала вот об этом, и оно реализовалось, или я думала, что будет так, а оно стало иначе, возможно? Во-первых, я знала, что я буду врачом, я знала, что я буду непростым врачом, не таким, как все. Это вот какая-то была доминанта. Если меня спросят, вот если бы ты не поступила на медфак, ты бы пошла второй раз? Нет, я бы не пошла. Это однозначно. Я честно говорю. Я вообще не буду вступать в борьбу за что-то. Вот я сейчас это понимаю. И когда я пришла на медфак, у меня были в душе некие разочарования. Я очень тяжело вписывалась в коллектив, потому что в Пицунде я была лидером. Я была секретарем комсомольской организации, пионерской организации. То есть я горела. А сюда я приехала, здесь был свой устав, взаимоотношения с ребятами. Вот. И я была таким посредственным человеком, если честно. Я не хотела ни лидерства, ни спокойствия. Мне не всегда давалась легко учеба, я честно говорю. И один раз у меня была двойка, благодаря которой я вообще хотела бросить медфак и уйти. Я даже не переживала. Я переживала за родных, как они воспримут. Но потом жизнь так повернулась. Вот кто мне двойку поставил, тот первый привел своих родных ко мне на лечение. Вот честно. Вот легко мне ничего не давалось. Но я все равно понимала, что мой путь, он какой-то интересный будет и будет отличаться от всех. Я просто плавно шла, не сопротивляясь, не ругаясь, вообще не было никогда никаких конфликтов, вообще не было. Просто для себя я понимала, вот мое, не мое. Если не мое, я отходила. Сложнее мне было намного. Жизнь в Абхазии и потом в Кабардино-Балкарии, нет, не такая была, как в Нальчике. Что это были за трудности? Какого порядка? Материального, душевного, духовного? Да, это вообще был другой мир.
Мы приехали из курортного города, мы немножечко другие были. И вот я честно говорю, здесь выстраивается старший, младший, девочки, мальчики. Ну, как-то это было по-другому. И потом, когда я вышла замуж, я это ощутила значительно, что, ну вот, да, это не Абхазия, честно. Что хорошего есть в Абхазии, что ты хотела бы, чтобы оно было здесь или будет здесь? А может быть, ты несешь своим присутствием здесь Абхазию сюда? Вот что из Абхазии дорого тебе? Из Абхазии мне дорого взаимоотношения с родными, с близкими. Вот понимаете, никто мне не поверит. У меня одна единственная подруга с детства. То есть мы с Аидой, сейчас я скажу, в садик, в школу с 1 класса у меня одна подруга. Кто-то скажет, это невозможно. Возможно, у меня и в Нальчике есть подруги. Вот в Абхазии, например, соседи могут собраться утром на кофепитие, и у них такая беседа, легкая беседа, это я считаю как психологический настрой даже. И они побежали. Здесь такого нету. Вот как мы любим взаимодействовать в Абхазии и в Нальчике, это немножко по-другому. Мне надо было выстраивать свои взаимоотношения и подстраиваться, честно говоря, опять же, без конфликтов, принимать те условия, в которых я оказалась. И это та легкость, о которой ты говоришь, ее тебе здесь немножко не хватает. А чем ты ее заменяешь? Я, по сути, очень творческий человек. И я отвлекаюсь, я вышивала, рисовала. Когда были трудности глобальные, я шила детям. У меня всегда мой мозг, он уходил от трудностей. Я просто вкладывала во что-то, в другое. И потом, я как многодетная мама, когда давали детям домашнее задание, я с удовольствием выполняла. Почему? Потому что надо было проявить творчество. Нарисовать реферат, нарисовать плакат. И у меня это шикарно получалось. Ну, то есть я все равно себя уводила, чтобы не погаснуть и чтобы сохранять вот эту энергию в детей. На данном этапе каком-то жизненном я уводила все в детей. Давай поясним и скажем, что ты мама 5 сыновей. Да. Но кроме того, что ты мама 5 сыновей, когда я тебя сегодня утром попросила задаться вопросом, потому что мы о нем поговорим, кто ты? Вот как бы ты себя назвала? Кто ты? Я действительно задумалась. На каждом этапе в жизни я бы себя оценивала по-разному. Сначала бы я сказала, да, я дочь. Потом бы я сказала, я жена, я мама, я врач. Но сейчас я в таком периоде в жизни, когда это все уже отходит. Я не могу сказать, что четко я вот принадлежу этой стадии жизни. Я сейчас очень творческая личность, и во мне столько нереализовано, и я поняла, насколько я уникальна. И вот эта степень, которая во мне сидит, она стала потихоньку выходить. И мне очень хочется реализовать. Это не про материнство, это не про то, что я хорошая бабушка или хорошая жена. Есть нечто более, что я должна обязательно пройти и сделать. Я думаю, это какая-то миссия определенная. Как семья относится к такой метаморфозе Мрамзы? Потому что они поспевают за тем, как ты меняешься? У меня главный двигатель прогресса – это мои сыновья. Я хочу в ногу со временем. Если есть какой-то проект или мне что-то нужно сделать, рядом со мной молодежь. Это вот для меня большое подспорье. Они главные помощники. Я у них учусь, слушаю, спрашиваю. Но, тем не менее, может быть, непривычно как-то меня видеть в другом ракурсе. Но вот даже Инстаграм, когда я начала вести, это же с подачи моих детей. Они говорили так: мама, ты уникальна, ты такая, как не все. Ты должна говорить об этом. Поэтому семья принимает и поддерживает. Ты выстраиваешь какую-то линию горизонта. Когда ты говоришь, я осознала, что во мне есть потенциал, Да. это ведь означает, что какая-то часть тебя еще не реализована. А тебе уже 45 лет. Ну, мы будем умалчивать, что 45 плюс еще много. Да. Так вот, какая линия горизонта, как ты думаешь, для того, чтобы реализовать этот потенциал? Что ты еще можешь запланировать, предусмотреть? Вот по поводу запланировать. Я вообще ничего не планирую.
Я живу по течению. Как китайцы говорят, я иньская вода. Это умение проникать и медленно двигаться соответственно обстановке, климату, возрасту, ситуации. От того, что я сейчас буду махать шашкой и говорить, вот я такая крутая, нет, ребят. Я экономлю свою ци и тихонечко иду в взрослой своей стадии жизни. Ее никто не отменял, и я мудро должна подходить к этому. Поэтому как оно будет реализовываться без стресса для организма, я надеюсь, пройду достойно. То есть я пока не знаю и не могу сказать. Есть какие-то планы, есть цели, а как оно сложится, пока нет. Но они будут интересными, да, метаморфозы, я думаю. И люди точно потянутся. 2 сына у тебя уже женаты, 3 еще не женаты. Как в твоей жизни появились Люция и Алина? Здесь вот я успокоилась, и у меня закончились вибрации, я хочу чего-то, я должна стремиться в тот момент, как я стала свекровью. Как пришли ко мне эти девочки. Ну вот первая Люция, я ее не видела, не слышала, не знала ничего, но я понимала, в жизни моего сына что-то происходит. И когда он принес домой торт, он был очень красиво украшен, он был какой-то такой, вроде бы не в магазине купили, и вроде бы его не испекли. И я когда попробовала первый кусочек торта, я поняла, вот сочетание вкуса, это что-то было необычное. Я посмотрела на этот торт и сказала, я не знаю, кто его сделал, мы ее берем. Я понимала, что это особенная девушка, которая испекла этот торт. И я таким, вот этим методом сподвигла, наверное, своего сына ускорить. Я сказала, мы никого не ждем. Если девушка достойная, мы ее принимаем. И ошибки не было. Я вот ее прочувствовала я ее не видела. Я первый раз увидела, когда уже случилась свадьба. Но вот Люция абсолютно моя девочка. Это вот пришла дочь. Без оценки каких-то качеств. Вот моя. По энергетике, по вкусу, по чувству. Я переживала, какая будет Алина. А Алинка, она немножко другая. Но Алина тоже моя. И как я понимаю, если я прикасаюсь к этим девочкам, вот мои, если я девчонкам говорю там дома, одень мою футболку, я смотрю, девчонки с радостью одевают, лягут на мою кровать, или вот пойдем на кухню кофе попьем. Это принятие меня как свекрови, а я принимаю их как дочерей. У меня шикарные девочки. Я думаю, это самое то, что вот мне не хватало в Кабардино-Балкарии. Женской энергии. А она пришла в виде вот таких девочек. А как бы ты продолжила фразу «Мои невестки любят, когда я…» Так, что они любят, когда я варю им кофе, с ними могу пообщаться вне работы, вне дома. Просто сидеть на кухне и поболтать. Это редко, я честно говорю. Твое правило – никогда не говори о чем? О плохом, о кризисе. Это вообще не мое. Мой муж Ислам знает, что я… Что я, интересно, что он знает, что я… наверное, что я врач, и в какой-то момент он перестраивает все свои амбиции и начинает мне помогать, потому что у меня работа такая, миссия. Для тебя прошлое – это? Это прошлое. Я к нему не возвращаюсь. Будущее – это? Это движение. А настоящее? Это реализация то, что сейчас. Ты очень часто в своих видеопосланиях пациентам, друзьям, сторонникам твоему, я бы сказала, фан-клубу говоришь о здоровье человека, да? И если вот такой публичный какой-то аспект, менее научный, а просто более популярный аспект этой темы взять, что такое сердце? Сердце – это не просто орган. Отличная тема моя прям. Сердце в китайской медицине – это главный император. На нем завязано все, и в нем хранится дух шей. Это то, что руководит нашей речью, способностью красиво говорить, мыслить и любить. И сердце реагирует на радость. И избыточная радость, в нашем понимании обиходном, это всегда ранит сердце. Сердце любит покой. У сердца есть ночное время. Поэтому я всегда говорю, ребята, ночью вы должны быть в постели и должны спать. Это главный орган, над которым нужно работать и смотреть. А он, в свою очередь, контролирует нас.
А если про печень сказать, что такое О, печень? во-первых, на Кавказе, если мы взяли, вот почему мне тяжеловато было по сравнению с Абхазией. Ведь Абхазия у воды, и там энергии другие. Там больше почечные люди и лидирующий орган почки. Поэтому женщины часто носят черное, у них болят суставы, они сердобольные, они живут в страхе. Здесь же на Кавказе лидирующая печень. Мы живем у гор. Горная стихия – это самая основная. Поэтому все женщины и мужчины, они более властны. Хотим мы это, не хотим. И печень хранит, как китайцы говорят, дух хунь. Это тот дух, который отвечает за наше «я». Я сказала, так и будет. То есть люди, у которых камни в желчном пузыре, и даже форма желчного пузыря имеет значение для меня как доктора. Маленький желчный пузырь – это трусливый и неуверенный человек. А вот большой желчный пузырь – это храбрый человек, это генерал. У всей нашей аудитории мы будем в основном Кавказ – чтобы это было, да, это крепкие люди. что-то можно сделать? Вот ты растишь мальчика, у меня Да. растет маленький сын. Что мне сделать, чтобы у него желчный пузырь был Да, желчный пузырь. побольше? печень Можно побольше. это как-то? Слушайте, ну уже все, что дали, вы дали этому парню. А работать, это называется преднебесная отцы. Это про генетику, про наше родословное, про наши корни, то, какие мы родились. Это уже в нас заложено. Невозможно поменять? Нет, возможно. Есть даже люди, которые приходят в эту жизнь слабые. У них чего-то не хватает. Но за счет работы над собой и за счет того, что мы можем помочь организму с помощью других органов, можно поправить. Это диета, образ жизни, так скажем. Но если попадется такой специалист, как я, конечно, он сможет методом пилюль, иголок или какими-то другими манипуляциями помочь человеку. Но это не означает предел. У человека всегда есть возможность. Есть коридор, как выйти из этой ситуации. Но гонять тело туда-сюда и издеваться над ним ни в коем случае нельзя. Ну, должна признаться, что вот я приехала в Нальчик специально, чтобы поговорить с моей сестрой. Тем очень много, и они все интересные. И вот мое движение, которое я начала делать, вот третий день пребывания в Нальчике, я делаю, я постукиваю. Моя сестра следит за тем, чтобы я обеспечивала лимфоток. Да, Движение желчного пузыря. Я же тебе показала упражнение. да, я показываю. пальчиками я должна нащупать вот средний палец и вот здесь вот помассировать. Оператор Мурат тоже может сейчас встать, попробовать и тоже начувствовать средним пальчиком боль. Да. Вот именно где средний пальчик заканчивается. Я тоже стараюсь, чтобы все органы у меня были в некой гармонии, как мне советует моя сестра. Это очень здорово. А можно мы немножко поговорим о моих племянниках, о твоих сыновьях? И я вот попробую такой портрет выстроить. Кто у нас? Астан, Индар, Инал, Шарат и Иснат. Скажи, пожалуйста, вот с твоей точки зрения, кто из них самый умный? Ну в каком плане умный? А ты сама какой хочешь план, такой и давай. Давайте так. Я все-таки скажу, что изначально я родила янских ребят. Это ребята с янской энергией. Женщина инь рождает сильных мужчин. Женщина Ян не может ломать своих детей. Может быть, я как мама дала им возможность реализоваться. Про ум. Что мы считаем умом? Есть умный человек на работе, есть умный человек в житейском плане. Понимаете, Индар у нас хабза, вправо, влево нельзя. Инал – это двигатель моего прогресса, а Астан – это координатор. На расстоянии или где-то одно его слово мы как-то стараемся подстраивать. А вот Шарат – это моя душа, это, как я надеюсь, продолжатель каких-то моих практик будет, потому что у него огромный потенциал. Иснат, он еще молодой, но у него тоже есть характер, и это моя сладость. Вот он любит как-то, знаешь, мамочка, сифошка обнять. У каждого есть ян, я же знаю это. И они реализуются еще время. И ты, конечно, мама-дипломат, сказала про каждого очень интересно. Тем не менее, продолжаем. Кто из них самый независимый? Самый независимый. Господи, там, где ян, там невозможно их держать в рамке. Как бы мы ни старались, родители, удержать, поддержать, невозможно. Мы можем дать столько совет, они действуют сами. Нет.
У меня очень Все сильные пацаны. независимые. Они все независимые. А с кем труднее всего договариваться? Если мне скажут нет, я не вступаю в диалог. Но я, как мудрая женщина, я отступлю, а потом потихонечку найду все-таки доступ. Я все равно найду, как договориться. А кто из них требует самого большого твоего внимания к себе? Я думаю, Иснат и Шарат. Ну, пока, потому что они не определены. А кто может действительно помочь тебе выбрать одежду? Инал. Я вспомнила один эпизод. Мы приехали во Францию, заходим и покупаем вещи. И в последний момент продавец одевает мне бусы. Я говорю, нет, бусы не должны быть. А она говорит, почему? Вы разве не женщина? Я говорю, я врач. Ну, то есть у меня есть дресс-код. А она говорит, а врач это не женщина? И тогда я помню, Инал, мама, ты прежде всего женщина. Поэтому за стилем, за моим следит, конечно, Инал больше. А кто чаще других тебе говорит нежные, добрые слова? Уверенность дает и движение вперед, и знает рычаги, огненный знак. Мы похожи с ним, это Инал. Это в продвижении в карьерном. Если в личностном каком-то моменте, наверное, да все они мне советуют, и Иснат посоветует, и это, но каждый в своем. Я не могу так четко обозначить. А кто первый, к кому ты обратишься, если у тебя трудности и проблемы? Кто ближе здесь, кто далеко, я постараюсь его не трогать. Я вообще не буду загружать детей. Я не хочу их загружать. Я хочу говорить с ними только о хорошем. Не о кризисе, не о болезнях, не о проблемах. Я мало загружаю своих детей. Когда ты видишь что-то неправильное, ну, с твоей точки зрения в этой жизни, ну, например, матом ругаются люди. Такое бывает, вот ты идешь и ухо цепляет. Да. Или ты сидишь и слышишь. Да, ухо Причем цепляет. неважно какого возраста. Ты смолчишь, пройдешь дальше, ты сделаешь какое-то лицо или ты что-то ответишь. Вот что с тобой происходит? Как ты на это реагируешь? Ну, я как пример говорю. Да, как пример. Вы знаете, ведь сквернословие или слова, которые вырываются из наших уст, они не случайны. Это суть человека. Или тебя спровоцировали, или я не специально, или еще что-то. Такое не бывает. Во-первых, это дух Шень контролирует. И в моем окружении нет, кто может вот так высказываться. Ни мальчики дома, ни муж, ни родственники. Нет, понимаете, вокруг меня нет. И если я слышу вот такие слова, меня, конечно, коробит. Я не могу безучастно пройти, но я просто посмотрю на человека. Изменить одним словом я точно не изменю. Но мне это очень не нравится. И я знаю, что оболочка этого человека уже нарушена, уже нездорова, раз он извергает такие слова. Даже можно в своем коллективе, чтобы никто не видел или как-то. Нет, это уже нехорошо. Какое чувство у тебя возникает? Тебе жалко человека, ты хочешь что-то изменить, ты проходишь мимо, ты констатируешь и все. Нет, я вообще перестала вмешиваться. Ребят, мир такой, кто хочет, тот изменится. Я на улице точно не буду вылавливать и давать какие-то нравоучения, это однозначно. Но если это повернется в мою сторону, я, конечно, дам ответ. Я не буду терпеть, потому что меня не надо разрушать. Какой ответ можно дать в такой ситуации? Потому что мы часто все становимся свидетелями таких событий. И реагируем по-разному. Иногда растерянные, иногда все равно невольно оборачиваешься, смотришь, внешне благополучные Нет, дети. но если это меня не касается, я отойду в сторонку, я не буду вмешиваться. Но если оно мне будет адресовано, я найду, что сказать. Во-первых, я посмотрю возраст, пол и какая обстановка. Но ругаться сильно точно не буду. Я не хочу тратить цы. Ребят, я уже в таком возрасте, я все храню, лишнее я не распыляю. Главный вопрос ведь в чем? Чтобы это было эффективно. Да, а зачем мы так делаем? Это семья, это то, что заложили уже в человека. Мы особо не изменим. Мы не можем менять этот мир? Я думаю, что нет. Есть преднебесные и постнебесные отцы. Это уже зависит от человека. Мы можем изменить в кругу семьи, в кругу вот того, что мы делаем. А весь мир я не изменю, поэтому я и не стремлюсь это делать. Вот есть такая цепочка: семья, род, народ. Вот ты как-то себя видишь, свою принадлежность к семье, к роду или к народу?
а может быть и к миру, не знаю. Вот как ты себя, свою систему координат определяешь? Где ты? Во-первых, у меня очень не громкое имя, а очень серьезное имя, которое несет отпечаток. Ну вот Мрамза, Солнце и Луна. Это две бешеные стихии, которые должны взаимодействовать. Я хорошо понимаю, почему меня назвали. Я хорошо понимаю, почему я родилась в Абхазии, и что мои корни и моя вибрация, они одинаковые. И если мне плохо или где-то я нахожусь, я устала, мне нужно вернуться на родину и как подзарядка к телефону побыть, подзарядиться и уехать. Это мой род и мой корни. Если люди говорят, что фуф, я не люблю свою родину, или мой народ какой-то такой, они плюют себе в душу. То есть мы по вибрации соответствуем. За мной стоят мои предки, моя сила 7 поколениях. Поэтому как мы воспитываем детей, что мы передаем, мы одно из звеньев этой цепочки. И, конечно, я себя идентифицирую как абхазка. И во мне сила, это, конечно, связано с родом и с моей, наверное, вот то, что мне дали родители. Это однозначно. А как ты думаешь, обращаясь к нашему народу, да, к адыгскому, к абхазскому, прошли ли мы этап, ну, условно говоря, такой сытости и безопасности и нацелены на какие-то еще другие задачи, не знаю на какие, может быть, ты об этом скажешь, либо мы все-таки не ушли вот с этой задачей обеспечить сытое, безопасное общество. Вот где мы, на каком этапе, как ты вот ощущаешь это? Мы очень древние, и в этом наша сила. Я понимаю обстоятельства, которые сейчас складываются, внешние, они хотят как-то поменять нашу структуру, наше мышление, я не побоюсь этого сказать, изменить. Это сложно, и я всегда говорю своим девочкам, вот молодым, я сейчас буду говорить за то, на что я могу повлиять как врач, как гинеколог. Девочки, мы живем в таких условиях, где воздух, вода, пища уникальны сами по себе. Мы можем воспроизводить хорошее потомство за счет этих факторов. Мы в традициях, и есть род, который нам может помочь. Дети, вот они в каких-то, так скажем, взаимоотношениях. Мы можем рожать красивое, здоровое потомство. Женщина не должна об этом забывать. Первое ее предназначение – это воспроизводство потомства. Потом реализация всего. Я про сущность женщины. Ни карьера, ни лозунги, ни все остальное. Первое – это материнство. Вот если женщина реализовалась как мать, она дальше может все другие делать ипостаси. Но это ее суть, понимаете? Энергия женщины – это внутри дома. Как она держит свой дом. Энергия мужчины – это за пределами дома. То есть он добытчик изначально. Что бы ни говорили, что бы ни делали, это такая расстановка. Но если начинает меняться расстановка, мы начинаем болеть, мы деградируем, и все разрушается. Поэтому я обращаюсь ко всем девушкам. Первое, что вы можете сделать? Рожайте, пожалуйста, здоровых, красивых детей. В этом ваша сила. И чем вы раньше рожаете, тем вы сильнее и здоровее будет ваше потомство. А что еще Мрамза Эдуардовна Барцыц могла бы сказать о женщине? Первое мы услышали, да, про продолжение потомства. А второе и третье, на что бы ты обратила внимание, что может нести женщина? Ну, почему мне легко изъясняться все-таки китайской медициной, китайскими терминами? Я прошла большой путь. От классического доктора, гомеопатия, аюрведа и все-таки китайская медицина, там, где мы корнями все-таки сродни с адыгами, она подчеркивает, что энергия женщины – это инь, это возможность быть мягкой и на втором плане, но не на первом. Ребят, так не должно быть. Не потому, что женщина должна быть покорна и уступать мужчине. Нет, не про это. Ее стихия, она должна быть очень мягкой, и она должна встраиваться, как вам сказать, руководить мужчиной, но не тяжело. Женщина все равно хранительница очага, в любом случае. Я знаю, что ты сейчас скажешь, реализация своих качеств и так далее. Женщина будет реализована, если она реализована рядом с мужчиной, и у нее есть обмен энергии, правильно. Я про это и за это. То есть это второе, да. И третье. Ну, я не знаю, первично все равно женская энергия, ее отношение к семье, к мужу. Я считаю так.
А есть ли какое-то напутствие, которое мы можем пожелать твоим соотечественницам, абхазкам, твоим современницам, кабардинкам? Наш проект сегодня реализуется в Нальчике. Может быть, ты хочешь пожелать что-то нашему проекту? Может быть, обратиться к аудитории с каким-то добрым посланием? Можно обратиться ко мне и обратить мое внимание на что-то. Все начинается, это как зародыш. Это начало будущего цветения. И сейчас, как мы поливаем вот этот проект, какими силами, так оно и вырастет. У проекта должны быть хорошие цели и идеи. Я понимаю, что вы приглашаете талантливых женщин, женщин, которые... Я честно скажу, когда ну вот, ты сказала, что я, возможно, буду одной из героинь, у меня был протест. У меня был протест в том плане, я говорю, я не феникс, я не возрождалась. Трудности, если были в моей жизни, я считаю это, ну, как данность. Я не хочу вспоминать о плохом, и я желаю каждой женщине, чтобы она достойно проходила все свои трудности, не разрушая себя. И если они есть, значит, потому что нужно. Чем сильнее женщина, тем сильнее будут у нее трудности. Каждые 7 лет жизни женщина меняется. И на каждом этапе жизни, я просто это знаю физиологически, у нее будет желание что-то конструктивно поменять в своей жизни. Часто она не понимает и начинает это реализовывать внутри семьи. Она не себя меняет, она начинает разрушать обстановку. Так я хочу пожелать каждой женщине и каждому, наверное, мужчине понимать вот это, ощущать и уметь грамотно и плавно выйти из этой ситуации. Ну, то есть это так интересно знать про себя, про свое место, про свою родину и всегда быть на волне с этим. Самая оптимистичная беседа, которая у нас была на проекте о мудрых женщинах Абхазии. Можно с тобой обняться, любовь Можно, моя? Конечно. Моя сестра. И я хочу сказать, дай Бог, чтобы у каждого из вас была старшая сестра. И у ваших детей должна быть старшая сестра. Это то, что дает нам силы, это то, что придает смысл и возможность вообще всегда спросить, всегда получить ответ, всегда получить помощь, улыбку. А если мне плохо, попереживать, кто за меня будет переживать? Моя сестра. Поэтому счастье, когда есть сестра. И если даже у вас нет сестры, не расстраивайтесь. Рядом с вами точно найдутся люди, которые вас поддержат в трудную минуту.